В МВД по Ингушетии подвели итоги работы за первое полугодие. В мероприятии принял участие глава Ингушетии. Министр МВД отметил, уровень преступности в регионе стал на треть ниже среднего по Северо-Кавказскому федеральному округу и в 2,5 раза ниже значения среднероссийского показателя. Глава республики, обращаясь к сотрудникам, подчеркнул, в условиях проведения СВО и разного рода санкций, введенных против нашей страны, их работа имеет крайне важное значение. Сегодня МВД ведет многоплановую работу. Это и охрана многолюдных мероприятий, и борьба с наркоманией, экстремизмом, незаконным оборотом огнестрельного оружия, преступления в сфере информационных технологий и другое. Главный индикатор их деятельности – доверие людей, и оно у них есть. В условиях возросшего количества угрозообразующих факторов нам удалось активизировать работу органов и подразделений министерства по выявлению преступлений, что закономерно обусловило рост их числа на 10%. В структуре преступности тенденцию к снижению от аналогичного уровня прошлого года имели такие противоправные деяния, как убийство, снижение на 43%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 34%, кражи на 23%, в том числе из квартир на 34%, и хулиганство на 50%. Недопущено совершение разбойных нападений на 100%. В результате планомерно проводимой профилактической работы мы добились снижения количества преступлений, совершенных с применением оружия, на 40%, в том числе огнестрельного на 42%, а также состояние алкогольного опьянения на 21%. Выработанный алгоритм незамедлительного проведения неотложных мероприятий позволил раскрыть 180 преступлений, совершенных с использованием информационно-телевизионной технологии, против 80 прошлого года. Установлены виновные лица в совершении 45 преступлений прошлых лет. В условиях нарастания наркоугрозы деятельность профильных подразделений была скорректирована и принятыми мерами пресечено более чем в 2 раза больше противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих веществ. В том числе задокументировано 253 факта сбыта. Это рост почти на 300%. Подобных результатов ранее достичь не удавалось. Системный ваш подход, работа ваша, она дает результат. И в действительности у нас преступность не на том уровне, которая могла бы. В других регионах там можно кричать «караул». Все-таки направления некоторые у нас более должны быть под пристальным вниманием. Это важность предвыборная, да. Особенно подразделения по борьбе с экстремизмом. Ту работу, которую вы делаете, я хотел бы вам сказать спасибо, потому что это нелегкие условия. Понятно, особенности, не люблю слово такое, менталитет. Особенности есть. В каждом регионе своя особенность. И ее не учитывать вы не можете, но все-таки работу надо делать. Есть закон, который надо применять и требовать его исполнения, независимо от особенностей. Объекты, которые незаконно, казенное имущество удерживаются людьми, которые ничего там не делают. Что картонажно? 3 года судимся. Мы реанимировали 11 предприятий. Вчера я был в Малгобеке. Прокурор намучился с этим молочным, да? Зашли новые инвесторы, вкладывать будут деньги, у нас, дай бог, там будет самое лучшее предприятие, которое будет производить и молоко, и сыры, в общем, серьезно. Тоже стараемся. Если брать сад-гигант, АПК Сунжа, Южный, РИАК, все наши предприятия, вы знаете, они закупают картонные коробки на 1 700 000 000. Представляете, сколько у нас было в бюджете денег? В республике. У нас есть люди, которые придут, инвесторы. У нас инвестиционный климат очень хороший. Мы должны наполнить бюджет.